Тайный советник от царской администрации на Кавказе, Андрей Иванович Лопухин, ехавший в 1718 году через современный Бабаюртовский район и описавший свое путешествие, упоминает на этой территории только нагайцев. Он проезжал от места, расположенного в 2 верстах выше впадения Сулака в море, и прямо к Кизляру. О кочевых и постоянных поселениях он не упоминает, хотя рассказ его отличается подробностью в описании местности, через которые он проезжает. В описании царского картографа Иоганна Гербера, в 1728 году, Бабаюртовский район, от Терека до устья реки Сулака, упоминается как территория, не имеющая постоянного населения, сей пустой уезд, незаселенный, в котором ни деревни, ни жителей, кроме нагайцев, которые бывают, там и кочуют. Кроме нагайских кочевий, однако здесь имеются и кутаны аварских селений. Аварцы сгоняют свои овечьи стада на равнины в зимние месяцы, пока гауры не обнажатся от снега. Осенью степь, ныне Бабаюртовского района, наполняется баранами, пригоняемые сюда на зиму с Тавлинских гор. К примеру, нагайское селение Мужукай, Бабаюртовского района, основано на месте аварского кутана, от которого осталось только разрушенное кладбище, называемое местным населением Тавлаажи, то есть Тавлу-Хаджи. Происшедшее в 1742 году землетрясение поглотило весь Кутан, от которого осталось только кладбище. Только к концу XVIII века данная территория обретает постоянное население. Якоб Рейникс, служивший в 1780-х годах в Тифлисе и Астрахани, дает наиболее раннее сообщение о наличии на территории нынешнего Бабаюртовского района постоянного населения. От устья реки Терек к югу по приморским берегам между болот и лесов, называемых Карагач, о коих река Агдаш, Су, теряет свое течение до самой реки Кайсу. Там находятся еще некоторые татарские и кавказские поколения, которые всей стране со стадами своими кочуют, и столь часто жилища свои переменяют, сколько нужда потребует. Поколение нагайское, Девлет, Герай и Арслан, Бей до 800 семей простирается. А черкайские и даитухские пастухи считают 230 домов, а селения, происшедшие от карабулаков и ингучей, заключают в себе 1200 домов. Кроме того, этот же Рейникс пишет, что на берегу реки Сулак, при выходе ее из горного ущелья на равнину расположены аварские деревни Миотли и Цеубуутль, каждая из 600 дворов состоящая, из коих некоторые вдоль по реке Кайсу даже до самых морских берегов простираются, которые кроме земледелия должны еще иметь присмотр за кораблями. Цеербуутль прежде назывался Ирхан-Калеси, и эти стены старой Нагорной крепости теперь еще там находятся. Вероятно, миотлинцы и зубутлинцы в зимнее время жили на своих кутанах, расположенных на левом берегу Сулака, вплоть до Каспийского моря. Таким образом, на территории Бабаюртовского района, в 1780-х годов проживало около 800 семей кочевых нагайцев, а также 1200 семей ингушей и родственных им карабулаков, живших между ними и чеченцами, а также около 1430 семей саламерских аварцев, сел Черкей, Дайтух, современный Бовтугай, Миатли и Зубутля.